Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Еще одна инициативная группа по выдвижению общественного деятеля Астамура Какаля кандидатом в президенты на выборах главы государства зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии 26 июня. В ЦИК Абхазии началась регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. Регистрация продлится до 15 июля. Выборы президента пройдут 25 августа. 28 июня состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия. Члены правительства рассмотрят более 10 вопросов повестки дня. Среди них проекты постановления о порядке использования средств резервного фонда местных органов госуправления, о создании рабочей группы по подготовке проекта закона в сфере нормативно-правового регулирования возведения на территории Республики Абхазия памятных знаков, об утверждении состава Совета государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и другие. Шакрыловские чтения – так называется первая международная конференция, которая открылась в Сухуми в честь 120-летия со дня рождения патриарха абхазской филологии, известного абхазского языковеда, доктора филологических наук Константина Шакрыл. Проводит конференцию Абхазский институт гуманитарных исследований совместно с коллегами из Карачаева-Черкесии. Директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, открывая пленарное заседание шакрыловских чтений, поблагодарил гостей конференции, ученых из России, за участие и содействие в организации мероприятия. Арда Ашуба в своем выступлении отметил значимый вклад Константина Шакрыл не только в изучении абхазского языка и литературы, но и в развитии кавказоведческой науки в целом. Филолог помимо профессиональной деятельности принимал активное участие в политической и социальной жизни Абхазии. Он был членом государственных комиссий при Совете министров Абхазской ССР по усовершенствованию норм абхазского литературного языка и упорядочению топонимии Абхазии. За создание двухтомного толкового словаря абхазского языка Шакрыл Канджаля Чкадуа была присуждена государственная премия Абхазии имени Голи. Константину Семеновичу Шакрылу посвящена почтовая марка Республики Абхазия, выпущенная в Москве в 1998 году. Идеи и труды Константина Семеновича Шакрыл долго будет оказывать значительное влияние на развитие кавказоведческой науки. Заслуженный деятель Абхазской АССР Константин Шакрыл был членом комиссии при Совете министров по усовершенствованию норм абхазского литературного языка и упорядочению топонимики Абхазии. За большие научные, общественные и педагогические заслуги ученый был награжден орденом почета, медалями и почетными грамотами. Приветственный адрес Рауля Хаджимба к участникам конференции зачитал советник президента Владимир Зантария. Константин Семенович Шакрыл является одним из основоположников нашей отечественной лингвистики. Его фундаментальные исследования стали бесценным вкладом в абхазоведческую и кавказоведческую науку. Выдающаяся роль принадлежит ему в национально-освободительном движении абхазского народа. Политические документы, под которыми стоит подпись крупного представителя абхазской интеллигенции, являются по сути судьбоносными для нашего этноса и государства. Оценивая пройденный им путь, мы придаем новый импульс становлению и развитию нашей науки в целом. Шакрыловские чтения – это еще одна замечательная дискуссионная площадка, способствующая укреплению научно-образовательных, культурных взаимосвязей между учеными Республики Абхазия и Северного Кавказа. Константин Шакрыл – специалист в области фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и лексикографии абхазского языка, фольклора и литературы. Наиболее значительны его монографии о фиксации в абхазском языке, некоторые лексические и звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках, очерки по абхазско-адыгским языкам. Константин Шакрыл – один из соавторов русско-абхазского словаря. Он также подготовил к изданию словарь бзыбского диалекта абхазского языка, орфографический словарь абхазского языка, абхазско-русский словарь. Научное наследие Константина Семеновича Шакрыл, патриарха абхазской филологии, 120-летию со дня рождения которого посвящена нынешняя конференция, является многогранной. Биография известного лингвиста-кавказоведа – яркое свидетельство того бесспорного факта, что он посвятил жизнь служению своему народу и его сближению с близкородственными абазинами и адыгами. И эта идея красной нитью проходит в трудах ученого, раскрывающих актуальные проблемы абхазско-адыгских языков.
Первые международные шакрыловские чтения будут проходить 27 и 28 июня. Ученые из Москвы, Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии представят доклады на различные темы, такие как современное состояние кавказских языков и вопросы их сохранения и развития, родные языки, проблемы преподавания и другие. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних в Абхазии. На эту актуальную тему в Сухуме прошел круглый стол, в котором приняли участие представители МВД, Министерства образования, члены Общественной палаты, педагоги, психологи, общественные деятели. Смотрите репортаж Алисы Шамба. Проблема наркомании стоит остро не только в Абхазии, но и во многих странах мира. И масштабы ее распространения носят угрожающий характер. Что необходимо предпринять, чтобы оградить детей от этой страшной зависимости? Чтобы у них не возникло желания попробовать стать одним из них. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств является приоритетной задачей в деятельности правоохранительных органов Абхазии. Кроме того, Управлением общественной безопасности МВД совместно с Министерством образования был подготовлен план по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних в Абхазии и программа по пропаганде здорового образа жизни. Мы в этом году провели анонимное анкетирование, так как поняли, что именно анонимное анкетирование нам даст возможность понять именно категорию детей, которые уже знакомы с наркотическими средствами. С какими наркотическими средствами они знакомы? Либо употребляли, было бы случай употребления наркотиков. Как они относятся вообще к употреблению наркотических средств? Знаете, вот в этом году анонимное анкетирование, которое мы провели среди несовершеннолетних подросткового возраста, можно сказать, что обрадовали, потому что большинство детей против употребления наркотических средств. К сожалению, тех ситуаций гораздо больше, которые очень опасны, допустим, да, вот в окружении. Это та информация, которую он слышит, это та эмоциональная пустота. Чтобы это восполнить, на самом деле одна школа не может работать, но она много чего может сделать в плане того, чтобы хотя бы создать безопасную среду. Как отметила Алина Хурава, почти каждый третий из анонимно опрошенных детей ребенок каким-то образом сталкивался с этой проблемой либо в своей семье, либо в семьях друзей и родственников. По мнению участников круглого стола, такую работу надо проводить не только в Сухуме, но и во всех городах и районах Абхазии. А проблему распространения наркомании необходимо решать на государственном уровне. Создавать специальные программы, в рамках которых будут проводиться беседы и с родителями, так как здоровый ребенок растет в здоровой семье, в которой мама и папа в курсе всех переживаний своих детей. Когда мы говорим о профилактике, мы в основном говорим о детях, да, о работе с детьми, о работе с подростками. Но в тех же школах кто работает с родителями? Вот мы говорим о духовной близости между родителями и детьми, но кто объясняет, не каждый родитель понимает, что нужно с ребенком разговаривать, не обязательно его, не только его нужно одеть, накормить, там в школу отправить, заплатить за всякие занятия, но ему нужно общение, вот какие-то тайны у него, вот. Надо родителям это тоже доносить. Первое, нельзя, чтобы их запугивали, потому что это не работает, что это тюрьма, что ты там будешь неудачником в жизни, что ты заболеешь. Показывать им фильмы, где разлагаются наркоманы и выползают черви из их организма. То есть это все совершенно не работает, а воспринимается как раз-таки совершенно наоборот. И еще второе, чего нельзя делать, это чтобы в профилактике первичной с подростками работали бывшие наркоманы. То есть это тоже как-то уже изучено, считается неэффективным и недопустимым. А все остальное, о чем рассказывали здесь уважаемые коллеги, сотрудники МВД, это, конечно, очень здорово. Это правильные методы, все вот эти в игровой форме тренинги, обучение, воспитание зрелой личности, самодостаточной, уверенной, умение сказать «нет». Как раз акценты нужно делать на этом. Безопасность жизнедеятельности. Ну, вообще все вот эти вот моменты, они как раз то, над чем нужно работать с детьми, заниматься спортом, учиться и, конечно, работа с семьей, с родителями. Конечно, семья имеет большое значение в воспитании ребенка, но зачастую даже в самых благополучных и дружных семьях не удается избежать проблем с подростками. Здесь большую роль играет окружение ребенка. То, с чем он сталкивается на улице, насколько он готов противостоять чужому влиянию. В юном возрасте, когда формируется личность, важно заинтересовать, показать, каких успехов может достигнуть человек при желании,
помочь ребенку осознать свои возможности и направить усилия на их развитие. Что такое наркомания? Это поиск ярких ощущений, ярких впечатлений. Вот хочу еще раз прочувствовать вот эту всю яркость, да, и вот эту всю необычность каких-то собственных впечатлений. Через что можно это достичь? Да? То есть, конечно, унизительно зависеть от химии. Когда вот мной руководят химические какие-то вещества, и я вот абсолютно зависим от этого. Я же личность, я же сам могу сделать свою жизнь яркой и свои впечатления незабываемыми и так далее. Через что? Через искусство, через творчество, через спорт. Чтобы противостоять опасной зависимости и страшной болезни, в первую очередь необходимо вести жесткую борьбу с распространителями наркотических веществ. Также в республике должны появиться реабилитационные центры для тех, кто решил завязать, и кризисные центры для подростков, у которых есть проблемы. Таковы выводы участников круглого стола. А самое главное, проблему распространения наркомании и ее профилактики среди молодежи необходимо решать комплексно и сообща. Алиса Шамба, Ирина Аршба, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете начался прием документов от абитуриентов, который продлится до 5 июля. Вступительные экзамены планируют начать 8 и завершить 21 июля. На выбор абитуриентам предлагается 8 факультетов и 1 отделение искусства по 25 специальностям и 2 программам бакалавриат и специалитет. Также в этом году на филологическом факультете появился новый профиль теория перевода и межкультурная коммуникация с 2 секторами – русским и абхазским. Исходя из кадровых потребностей специалистов по наиболее приоритетным направлениям подготовки и специальностям, президентом страны утверждены контрольные цифры приема граждан на первый курс за счет средств республиканского бюджета на 2019-2020 учебный год. Общий объем контрольных цифр приема составил 312 мест, в том числе по программам бакалавриата и специалитета 303 места и 9 мест по программам магистратуры. В этом году мы впервые провели Олимпиаду школьников «Путь к вершинам», по результатам которой 69 победителей призеров Олимпиады школьников «Путь к вершинам» были рекомендованы приемной комиссией к зачислению на первый курс по государственному заказу. Таким образом, из 312 мест, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 69 уже освоены победителями-призерами Олимпиады «Путь к вершинам», проводимой в Абхазском государственном университете. Оставшийся объем средств, финансируемых за счет республиканского бюджета, а это 243 места, будет освоен по результатам вступительных испытаний. В связи с выборами президента нашей страны приемной комиссией было принято решение об уплотнении графика проведения вступительных испытаний, которые мы начнем с 8 по 21 июля текущего года. Именно это обстоятельство должны учитывать абитуриенты, которые будут поступать в российские вузы самостоятельно. Еще одним новшеством этого года является внедрение новых принципов формирования целевого заказа. Мы подтверждаем, что рекомендации учителей, директоров школ, заведующих РАНО будут первичными для формирования целевого заказа. И еще, на что мне хотелось бы обратить внимание особое абитуриентов, состоит следующее. В этом году в Олимпиаде школьников, проводимой в Абхазском государственном университете, приняло участие 373 выпускника. Абитуриентов, принимавших участие в Олимпиаде школьников «Путь к вершинам», но не набравших достаточное количество баллов, будут учитывать при приеме. Таким образом, само участие в Олимпиаде школьников «Путь к вершинам» становится своеобразным бонусом при приеме в университет. 27 и 28 июня в Абхазском государственном университете проходит 3-я международная очно-заочная конференция под названием «Этнос и культура в эпоху глобализации». В ней принимают участие ученые из Кубанского технологического университета, а также Российско-армянского славянского университета. Гугуца Вардания расскажет подробности.
Вот уже третий год подряд в стенах Абхазского государственного университета проходит очно-заочная конференция под названием «Этнос и культура народа в эпоху глобализации». Конференция объединяет преподавателей, профессоров, магистрантов, доцентов из различных университетов России и всех тех, кто неравнодушен к данной теме. Организация интеллектуальной беседы по самым актуальным вопросам, касающейся этнокультурной и межкультурной коммуникации – основная цель конференции. В первую очередь цель нашей конференции – это для получения новой научно-философской информации. Это раз. Вторая цель – наши молодые преподаватели здесь получают очень большую информацию. Совместные учебники, совместные сборники, совместные книги. Все это дает большое развитие и для студентов, и для молодых преподавателей, да и для нас, самих взрослых, потому что у познаний нет границы. В прошлом году ученые Абхазского государственного университета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга стали издавать абхазо-российский философско-общественный альманах «Ключ». Заведующий кафедрой философии и культурологии АГУ Иван Тарба – один из редакторов издания. Это многое значит, это новое явление. Для нас, например, впервые, значит, простите меня, появился абхазо-российский альманах. Это весомое значение имеет. И, естественно, все это трудно пробивать и так далее. Но мы делаем, мы пока в силах, хватает у нас энергии и творческой. Кафедра философии и культурологии вот зачинщиком всего этого является. Доклады о диалоге культур в эпоху глобализации, о духовных ценностях современного общества, о важности сохранения и восстановления архивных данных были зачитаны на конференции. Такой историк Дзидзари, да, который занимался этими архивами напрямую. И после того, как сожгли архив, то многие источники, которые он процитировал, то есть они остались благодаря только тому, что он к ним обратился. И несмотря на то, что архив сгорел, вот эти второисточники, которые, казались бы, никому, в общем-то, сейчас не нужны, на первый взгляд, они становятся первым пластом культуры, и именно по ним можно восстанавливать тоже вот и лингвистический, и филологический слой, и исторический слой той культуры, которая безвозвратно потеряна в каком-то смысле. После докладов участники конференции имели возможность обсудить их, задать докладчикам вопросы. Международная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации» завершит свою работу 28 июня. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 11-й международный турнир по дзюдо «Кубок Абхазии» среди юношей и девушек стартовал в Новом Афоне. Спортивное мероприятие, в котором примут участие до 400 спортсменов из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик, будет проходить с 26 по 29 июня. Подробности в репортаже Саида Джарсаля. Традиционный международный турнир по дзюдо на Кубок Абхазии впервые проводится в городе Новый Афон. Для этого организаторам спортивного мероприятия администрацией города был предоставлен большой и просторный спортзал Новоафонской средней школы, в котором и прошла торжественная церемония открытия турнира. Мне очень приятно видеть в этом зале такие красивые флаги, за которыми стоят наши братья. Дай вам Бог всем мира, добра, радости. Добро пожаловать в наш город. В спорте всегда бывает так. Побеждает сильнейший. Я вам желаю высоких побед. Всего в соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик и дзюдоисты из различных городов и субъектов Российской Федерации. Юноши и девушки будут соревноваться между собой в 10 разных весовых категориях от 46 до 73 килограммов. Всего в турнире 3 возрастные группы. В этом году мы проводим возрастные группы 2003-2004 юноши, 2005-2007 и 2008-2009 года рождения, а также девочки по этим же самым возрастам. Судейскую коллегию возглавляет судья международной категории, обладатель олимпийской лицензии по дзюдо Мегзум Алимов. Он рассказал о формате состязания и отметил, что специально для подобных турниров готовит молодых абхазских судей по данному виду единоборства. В этом году мы провели 2 семинара для судей, здесь для молодых судей. Первый прошел в мае месяце, второй сейчас вот перед турниром. И, соответственно, молодые судьи, которые здесь судят, для них это первая апробация их знаний,
по итогам работы судейского семинара. Борьба происходит в формате рандори, то есть чисто борьбы, без демонстрационной техники. Вот я надеюсь, начиная со следующего года, вот эти соревнования будут немножко разделены, и мы будем проводить в начале такую красивую показательную программу, где спортсмены будут показывать технику соответствующего возраста. Это будет еще интереснее, я думаю, это понравится и зрителям, и тем, кто будет смотреть эти соревнования по телевизору. Все команды размещены в гостиницах Нового Афона. В этом вопросе финансовую поддержку оказал Новоафонский монастырь. По окончанию турнира команды остаются на 5-дневные тренировочные сборы. Мы привезли команду в составе 14 человек. В составе команды одна девочка, 13 ребят. Мы надеемся, что эти соревнования добавят нам опыта, ну, так же, как и, я думаю, и всем остальным ребятам, участникам соревнований. Некоторые спортсмены впервые в Абхазии. Они поделились с нами своими впечатлениями. Я приехал на турнир Кубок Абхазии. Турнир мне очень понравился. Я занимаюсь 8 лет, пошел с 4. Занимаюсь я в клубе «Грант». Рассчитываю, надеюсь, на первое место. Организация мне очень нравится на высоком уровне. И место очень выбрано удачно возле моря. Участники могут показать свое мастерство, а также после соревнований пойти искупаться и позагорать. 11-й традиционный международный турнир по дзюдо на Кубок Абхазии будет проходить в течение 3 дней. За это время спортсмены разыграют 35 комплектов наград. Саиджи Арсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь, временами переходящий в ливневый с грозой, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 18-23, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Большой